Это программа «Актуальное интервью», в студии Иван Лазаренко. Здравствуйте. Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в нашей республике продолжает оставаться непростой. И основная нагрузка на борьбу с вирусом легла, естественно, на медиков. Между тем, помимо ковид, другие неотложные болезни и состояния хронических больных требуют внимания и лечения врачей. О том, какие отделения работают и какая медицинская помощь оказывается в республиканской больнице номер 2 в Центре экстренной медицинской помощи, мы узнаем у главного врача республиканской больницы номер 2 Центра экстренной медицинской помощи Ивана Иванова. Иван Сергеевич, здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, какие отделения открылись и работают в настоящее время в вашем центре, и какие виды помощи оказываются нуждающимся? Центр экстренной медицинской помощи с начала пандемии не закрывался ни на один день. Ни одно отделение у нас не прекращало свою деятельность, учитывая, что основным нашим направлением является именно оказание центра экстренной медицинской помощи. Конечно, в связи с пандемией и в целях снижения рисков заболевания наших тяжелых больных была ограничена госпитализация плановых больных. Мы не принимали плановых больных с марта месяца по недавнее время. Тем не менее, больница работала, как принято говорить, 24/7. В каком режиме сегодня работает больница? Больница работает в своем штатном режиме. Центр экстренной медицинской помощи. Все пациенты в неотложных состояниях, в острых состояниях, в тяжелых состояниях. У нас всем им оказывается медицинская помощь. Никакого момента в части наличия, отсутствия коронавируса у пациента не имеет никакого для назначения, да, внутренние организационные моменты. Поэтому, по большому счету, для пациентов мы как работали, так и работаем. Но с оговоркой на именно оказание плановой медицинской помощи. По многим видам мы плановую медицинскую помощь на сегодняшний день еще не оказываем, но уже начали эту работу. Но большинство врачей сейчас работают в так называемых красных зонах. Хватает ли специалистов в отделениях, где оказывается медпомощь, не связанная с лечением COVID-19? Специалистов, конечно, хватает. В этом отношении проблем нет, но есть определенные, конечно же, сложности для медицинских работников. Например, анестезиологи, реаниматологи наши, которые вынуждены работать и в красной зоне, и в своих отделениях реанимации с пациентами. Для примера сказать, что среди наших анестезиологов, реаниматологов, сестер-анестезистов, анестезисток за прошедший с марта месяца период длительный в отпуск ушел, если не ошибаюсь, 1 человек. То есть они практически весь 2020 год работают без отпуска. Они врачи, они понимают, на что они шли, и, конечно же, работают. Это касается и многих других специалистов, которые были вынуждены отложить свои отпуска, перенести их на какой-то более поздний срок и, соответственно, продолжать свою деятельность. Потому что пациенты для нас, прежде всего, мы Центр экстренной медицинской помощи, и все работники прекрасно понимают, что без нас будет очень сложно пациентам, тяжесть состояния которых не обусловлена коронавирусной инфекцией. Но за время длительной самоизоляции пациентов, нуждающихся в плановом лечении, наверняка стало намного больше. К примеру, как обстоят дела с эндопротезированием? Ведь до пандемии этот вид медпомощи был востребован и всегда была большая очередь. Что касается эндопротезирования, то вид устав, конечно, он очень востребован в нашей республике и в мире в целом. И понятно, что в связи с пандемией у нас были ограничения, и отделение ортопедии, по сути, перестало работать на этот период времени. Но уже с 1 октября принимает своих первых больных. Конечно, немножко в урезанном варианте. Вместо 25 коек мы организовали 15 коек. Но, тем не менее, в связи с открытием отделения реабилитации на следующей неделе мы планируем увеличить оборот койки, за счет этого нарастить количество больных, которым необходимо проведение эндопротезирования. Как сейчас нуждающимся можно попасть в эту очередь, в этот список, и как ведется прием пациентов, в каком порядке они могут обращаться за помощью? С целью оказания медицинской помощи мы вызываем пациентов, которые уже состоят в очереди. Да? Что касается пациентов, которые только планируют оперативное лечение,
Тут схема утверждена приказом Министерства здравоохранения, она давно известна всем медицинским работникам. По месту жительства пациент проходит обследование. Если та медицинская организация считает, что ему необходимо эндопротезирование, она готовит пакет документов в части обследования пациента, его личные документы, направляет их в Министерство здравоохранения, там смотрит главный внештатный травматолог ортопед Комиссаров Анатолий Николаевич, и он уже принимает решение о необходимости эндопротезирования. Это первый момент. И второй момент, где пациент должен пройти это эндопротезирование: на территории Республики Саха-Якутия, то есть в республиканской больнице номер 2, или за пределами Республики Саха-Якутия. Дальше пациент ставится в электронную очередь, и это сделано специально для того, чтобы нивелировать все моменты, когда так или иначе люди могут пытаться протиснуться без очереди, чтобы все было честно. И после этого, когда его срок подходит, этого пациента к оперативному лечению, его единый информационный центр Министерства здравоохранения вызывает. Соответственно, за 10 дней он проходит лечение, потому что данная категория пациентов должны быть относительно здоровы к оперативному лечению, и они проходят обследование и будут податься к нам. Сейчас, конечно, уже мы вызываем тех пациентов, которые стояли в очереди ранее, которые по понятным причинам были перенесены. Ну а сколько дней сейчас пациенты находятся в отделении? Изменился ли срок и условия нахождения в стационаре, чтобы, как вы сказали, увеличить оборачиваемость коек? Если говорить об ортопедии, наша задумка заключается в том, чтобы сократить именно время пребывания пациента на больничной койке. Что для этого нужно сделать? Пациент ранее, как у нас это было, он госпитализируется 14 дней. Его оперируют на второй-третий день, 14 дней он находится на больничной койке в целью минимизации различных пагубных последствий, скажем так, воспалительных реакций и так далее. Сейчас мы хотим, чтобы пациент уже на 5-6 сутки после операции, если у него все хорошо, он будет переводиться на койки реабилитации. На койках реабилитации также есть, помимо реабилитационного оборудования, есть перевязочная, есть врач-травматолог-ортопед, который будет смотреть за этими пациентами. Ну и тем более, что отделение реабилитации находится в нашем здании, этажом, скажем так, выше, да. Если что, пациента может сюда смотреть, принять определенные меры. В этом есть определенный плюс. Во-первых, у нас сокращается время пребывания пациента в отделении ортопедии до 6 дней. То есть мы можем за один промежуток времени принять не одного пациента, а 2 и даже 3 пациентов. Но второй момент, что пациент, переходя в отделение реабилитации, получает весь комплекс лечения, помимо оперативного, еще и реабилитации. И по большому счету, по окончанию пребывания в нашем учреждении, он должен в своих ногах уже знать, что ему нужно делать в дальнейшем, как ему дальше проводить над собой работу. Сейчас пациенты у нас получают первый этап реабилитации прямо в отделении, и дальше, по сути, уходят в поликлинике, а там уже все зависит от больного. Занимается он собой или не занимается. Вот в данной ситуации мы это нивелируем полностью. Скажите, а есть ли уже понимание, сколько еще в таком режиме будет работать республиканская больница номер 2? И в работе учреждения планируются ли какие-то изменения или новые какие-то формы работы? Мы будем работать в таком режиме столько, сколько нужно работать. Больше я ничего сказать не могу. Что касается каких-то новых форм, я знаю, что могут возникнуть вопросы в части оказания высокотехнологичной или плановой медицинской помощи по таким видам, как нейрохирургия, челюстно-лицевая хирургия, отоларингология, которые мы оказывали ранее. Они оказываться будут. Сейчас мы запустили, как так, пилотное отделение ортопедии, наиболее важное, да. Буквально в ближайшую неделю мы посмотрим, как оно будет развиваться. И, соответственно, в следующем этапе у нас пойдет открытие плановой медицинской помощи в челюстно-лицевой, лор-отделении, отделении нейрохирургии и прочих отделениях. Это на ближайшее время пандемии. Что касается будущего уже после пандемии, следующего года и так далее, как я говорил ранее, у нас в планах открытия отделения урологии, торакальной хирургии и отделения гинекологии. Это наиболее такие важные и приоритетные задачи. Иван Сергеевич, я благодарю вас за беседу. Спасибо, что ответили на наши вопросы. Всего вам доброго. Это была программа «Актуальное интервью». Как в текущих условиях работает республиканская больница номер 2, нам рассказал главный врач республиканской больницы номер 2 Центра экстренной медицинской помощи Иван Иванов. До встречи в эфире.